Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Наша республика – регион контрастов не только в плане климата. Зимой очень низкие температуры, летом почти аномальная жара. На территории республики расположен Джатай. Это единственный в России городской округ без ветхого жилья. При этом Якутия – один из регионов лидеров по количеству аварийных домов. Сегодня подробно о программе переселения из ветхого аварийного жилья мы поговорим с первым заместителем председателя правительства Якутии Кириллом Бычковым. Добрый вечер, Кирилл Евгеньевич. Добрый вечер. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. Кирилл Евгеньевич, сначала вопрос, который волнует многих. Вы приехали из Москвы, закончили МГИМО, причем при МИДе, да, факультет международных экономических отношений, отделение международных валютно-кредитных отношений, если я не ошибаюсь. А работаете сейчас в регионе, то есть готовились работать на внешнюю, получается, вектор сменился не извне страны, а вовглубь. Вот с чем это связано и как так получилось? Ну, на самом деле у нас выпускники таких престижных вузов в основном делятся на две категории. Да, зачем они туда идут? Это первое, это работать с внешним рынком, да, с зарубежными странами. Ну и многие потом себя находят или трудоустраивают в зарубежных банках, и некоторые и вообще переезжают за пределы нашей страны. Вторая категория, которые являются, собственно, приверженцами своей родины, да, своего родного государства, да, где они хотят применить свои навыки. Ну, и всем известно, что наша родина состоит из регионов. Вот, поэтому те знания, которые получены были во время получения высшего образования, естественно, логично применять в самой нашей великой большой России, ну и, конечно, в том регионе, где ты в настоящий момент используешь эти знания. Да? И, конечно, то, что работа с инвесторами, работа с зарубежными компаниями, работа с кредитными организациями, это то, что сейчас у нас в республике пользуется максимальным спросом. Это то, где как раз эти навыки приятно применять, потому что сразу видно плоды этой работы. Поэтому здесь никакого нету на самом деле несоответствия или противоречия. Я считаю, что это прямое назначение каждого, кто хочет приносить действительно у себя пользу на родине. Но для меня лично никогда не стоял выбор. Да, я никогда не хотел жить за пределами своей страны и где-то там адаптироваться под условия, в принципе, чужих людей, по сути. Да? Поэтому здесь идет выбор региона. Для меня, конечно, регион Якутии – это совершенно особый. Я уже, вот вы говорите, из Москвы, я уже не помню, на самом деле, себя не ассоциирую как москвич уже на самом деле, потому что я говорю, я к себе в Якутию лечу, я на родину, мне всегда пишут друзья, добро пожаловать на родину. Вот сегодня на самом деле тоже это для меня на самом деле очень приятно и отражает действительно настроение. То есть то, что я делаю в республике, людьми воспринимается, и очень приятно, что они действительно ценят. И для меня такой вопрос не стоит, где применять уже свои знания, потому что мне этот абсолютно определенный ответ на этот вопрос уже был. А почему так получилось, что Якутия? Потому что я знаю, что вы работали и в Московской области, и в Тверской, если я не ошибаюсь, области. Вот как возникла Якутия? Ну, на самом деле в Якутию я приезжал еще задолго до того, как начал здесь работать. Есть места, конечно, которые своей энергетикой, такой своей самобытностью они привлекают. И когда ты начинаешь взаимодействовать уже, и с людьми, и с самим местом, с природой, безусловно, да, у тебя появляются планы на будущее. Поэтому, когда мне поступило предложение от главы республики Александра Сергеевича Николаева, это было в 2018 году, я, не раздумывая, его принял. Для меня абсолютно не стоял вопрос, где мне применять свои профессиональные навыки, когда такое предложение поступило. Я люблю республику, я очень долго
вот уже нахожусь в этом, в таком, ну, скажем так, в настроении этой республики. Поэтому для меня это было совершенно очевидно. И я считаю себя полностью якутянином. Я не отождествляю себя уже с какими-то другими регионами. И на самом деле, конечно, хочу здесь сделать как можно больше и успеть сделать как можно более таких важных, фундаментальных вещей. Хорошо, возвращаясь к вопросу по МГИМО, вы в правительстве курируете не работу Министерства внешних связей, а разработку госпрограмм, строительство, развитие строительного комплекса, архитектуры, градостроительства, промышленность, труд, занятость и другие сферы. И вот один из вопросов, которым вы занимаетесь уже давно, это переселение из ветхого аварийного жилья. Вот когда-то вы отметили, мы не должны допускать те ошибки, которые были раньше, вот приступая к этой работе. Что это были за ошибки и что удалось за 3 года исправить? Ну, на самом деле, основным изменением, таким ощутимым, было то, что ранее программа по переселению из ветхого аварийного жилья, она администрировалась самими муниципальными образованиями. То есть муниципалитеты занимались реализацией, контролем этой программы. Ну и, конечно, вот мы с 2013 по 2018 год смотрим, какие были, ну, скажем так, такие недочеты, может быть, даже иногда моменты, которые вызывали недовольство у жителей. Вот, проанализировали и поняли, что эту работу нужно централизовать. Централизовать для того, чтобы была в одном месте компетенция, да, то есть там работали бы специалисты, которые бы занимались только этой программой. Это первое, это очень важно. Второй момент – это то, чтобы точка контроля за сроками выполнения работ, за качеством выполнения работ также была централизована. Ну и, соответственно, конечно, это те функции и возможности этого контроля, ведь контролировать и эффективно управлять процессом — это немножко разные вещи. Да, можно отмечать недочеты, а можно иметь возможность их сразу исправлять. То есть на уровне межведомственных комиссий, на уровне вот именно такого централизованного подхода мы имеем возможность следить за выполнением в целом всей программы по республике. Поскольку, конечно, мы отчитываемся перед всеми жителями, и нам одинаково важно выполнить программу во всех районах. Ну и действительно у нас, по сути, все районы вовлечены. И здесь вот этот вот вопрос такого жесткого, четкого контроля сроков и качества стоит на первом месте. Ну и второй важный момент, который тоже зачастую сказывался на качестве возводимого в прошлом этапе программы жилья, это то, что ранее допускалась негосударственная экспертиза. Теперь для того, чтобы застройщик мог попасть в эту программу и жилье свое реализовывать в рамках нее, он должен пройти государственную экспертизу. Нашу республиканскую государственную экспертизу, которая, конечно же, часть вот этих вот вопросов по качеству, по несоответствию тех требованиям, она будет и снимает, успешно снимает. Ее пройти, в общем, достаточно так сложно с точки зрения выполнения этих норм и правил. Ну и третий момент – это то, что мы все новые разработки, вот вы упомянули сегодня Жатай, это не только первое муниципальное образование, которое полностью освободилось от аварийного жилья, там теперь нет аварийного жилья, но это и на сегодняшний момент пионер с точки зрения применения энергоэффективных технологий. И вот такие вещи, как энергоэффективные технологии, как антивандальные, например, такие конструкции, как обустройство территории, благоустройство территории с точки зрения там, детских площадок и так далее, качество применения материалов, это все у нас сейчас регламентируется правилами и отслеживается при начале реализации проекта. Поэтому я надеюсь, что многие те нарекания, которые были по качеству прошлых лет, они автоматически будут сниматься таким достаточно строгим входным контролем. То есть, по сути, сейчас речь идет не просто о переселении, а в целом о создании комфортной городской среды, да, о том, чтобы в этих домах, которые возводятся в программе, были рядом там и школы, и садики, то есть все в комплексе, да, рассматривается? Вот абсолютно правильно вы заметили. Дело не только в качестве самих домов, качестве материалов, там, чистота подъезда и цвет фасада, а здесь еще и важно, чтобы это все было увязано в единую инфраструктуру. У нас же сейчас реализуется программа «Комфортная городская среда», которая как раз на уровне республики, да, тоже централизованно связывает такие вещи, как инфраструктура, садики, дороги, площадки, спортивные объекты с квартальной застройкой. Конечно, мы
сейчас смотрим на необходимость развития именно комплексной застройки, в том числе и по программе переселения ветхого аварийного жилья. Потому что ранее у нас вся застройка велась точечно. Это и проблемы с подведением коммуникаций. Зачастую это просто было очень или дорого, или невыгодно, или, ну, проблема была, конечно. Вот. Сейчас мы этот вопрос снимаем, потому что мы включаем, например, в программу, инвестиционную программу соответствующей ресурсоснабжающей организации с учетом развития, например, целого квартала. Ну и, конечно, не могу не отметить, что есть программа, которая вот буквально недавно тоже начала свою реализацию, это дальневосточный квартал. Вот, в рамках этой программы мы также ожидаем, что по линии курирующего министерства нашего Минвостокразвития мы также будем иметь возможность получать федеральную поддержку на вот эти инфраструктурные элементы. Это прежде квартал. всего дальневосточный квартал. То есть у нас есть гектар дальневосточный, да, у нас есть ипотека дальневосточная, а это квартал. Да, и это программа, которая позволит на самом деле более правильно подходить к вопросу инфраструктурных основ для строительства. Потому что многие ведь застройщики жалуются на то, что у них очень большая стоимость строительства за счет того, что они на технические условия, на подключение, на техпресс так называемый, они платят огромные средства, ну, огромный процент от стоимости квадратного метра, иногда 10, иногда больше 10%. Вот. На самом деле это недопустимая величина. Во-первых, мы смотрим не только программу ветхого аварийного, мы в целом смотрим за ценой квадратного метра. И здесь очень важно, чтобы у застройщика были достаточно правильные, такие удобные, комфортные, дешевые условия вхождения, чтобы эти ценовые параметры были в рамках комфортны для наших жителей. Это очень важно. Многие якутяне, даже те, чьи дома попали в программу переселения из ветхого аварийного жилья, до конца не понимают принцип ее действия. То есть кому-то компенсация денежная, кому-то квартира в новостройке, кому-то на вторичном рынке. Вот как в этом во всем разобраться? На самом деле существует всего несколько способов реализации этой программы. Существует способ строительства, то есть вместо аварийного жилья предоставляется жилье в новостройке. Да? Первый способ. Второй способ – это предоставление равнозначного жилья на вторичном рынке, там, где этот рынок есть. Он у нас, к сожалению, не везде есть. Вот в удаленных населенных пунктах просто нету вторички в таком объеме, который бы обеспечило переселение необходимых метров. Ну и третий – это компенсация. То есть гражданин получает компенсацию и может ее использовать на покупку жилья где угодно, на что угодно. И этот способ также интересен тем, кто хочет переехать, например, к своим... В другой регион или в другой муниципальный округ. На самом деле, мне больше нравится пример, когда люди переезжают к своим детям там, или родственникам, например, в Якутск. Да? И это проще и лучше, и они получают такую возможность. И это очень важно на самом деле. Я об этом хочу отдельно сказать, потому что мы вообще сейчас программу хотим в этом плане адаптировать под тех, кто хочет из удаленных населенных пунктов со сложными условиями проживания переехать, например, в какой-нибудь, в центр, райцентр, например, или вообще в столицу нашей республики. И здесь на самом деле мы имеем уже такие возможности, такой инструментарий. Если гражданин, например, указывает в своем заявлении на то, что он хочет выбрать такой способ, он может, собственно говоря, переехать и в другой район в своей республике. То есть получить равнозначное жилье в рамках субъекта федерации, но в другом районе или в городе, в Якутске. Это на самом деле удобно и хорошо, потому что тут, конечно, у нас, что уж говорить, возможностей для инфраструктурного развития гораздо больше. Вот. Но для тех жителей, которые хотят остаться у себя, тоже все вот эти варианты есть, или строительство новое, или компенсация, и это абсолютно удобно, и сам гражданин выбирает эту форму, то есть он обращается в муниципалитет с соответствующим заявлением. Вот еще раз, просто все многие спрашивают, а как нам выбрать? Сам гражданин выбирает форму. А как определяется размер этого возмещения? Значит, у нас по районам есть где-то фиксированная ставка, например, но она нигде сейчас не меньше 50 тысяч рублей.
За квадратный За метр. квадратный метр, да. Ну, хочу сказать, что это на самом деле такой вопрос достаточно для нас ощутимый, потому что это наши обязательства, которые мы в том числе и из нашего республиканского бюджета покрываем, да, потому что размер получаемых федеральных средств, он, конечно, недостаточен для того, чтобы в полной мере программу эту профинансировать. Но было такое принято решение, потому что рыночная оценка, например, в удаленном каком-нибудь населенном пункте, она может быть 20-30 тысяч за метр. Конечно, за такие деньги гражданин, например, в Якутске квартиру не купит. Да? А получив 50 тысяч рублей, да, и в некоторых населенных пунктах эта цифра рассматривается и в сторону повышения, да, вот сразу скажу, что такой у нас сейчас также рассматривается вариант. В таком случае те деньги, которые гражданин получает, ему будут достаточно для того, чтобы купить, например, ну, здесь где-нибудь или в Якутске, или в райцентре уже более комфортное, современное, ну и, конечно, с расчетом на то, что комфортная городская среда будет развивать этот населенный пункт, и в последующем он будет проживать в очень комфортных У условиях. нас есть вопрос с горячей линии. Денежную компенсацию за жилье перечисляют на счет в банке. Их можно потратить только на приобретение жилья, а если купить дешевле, то что можно делать с остатком? Вот Ну, как на раз самом в тему. деле, вот, как я уже сказал, если компенсация поступает, то гражданин вправе в любом виде распоряжаться. То есть Вот, потратить можно куда да, угодно. чаще всего, конечно, житель все-таки куда-то либо переезжает, и ну, если это для него единственное жилье было, то он приобретает жилье. Нет, Вот. а если проблема с жильем решена, то можно ее потратить там на В целом, образование да, детей, в целом, да, там, я не знаю, да. Но здесь вот на вопрос... отпуск. Да, да, то есть он все, он уже как бы считается переселенным, а дальше он уже занимает ту позицию, которая у него ну, в его жизненной ситуации приоритет. Мгм. Основные вопросы по программе переселения связаны с понятием равнозначности и благоустроенности новых квартир и их удаленности от ранее занимаемого жилья. То есть вот как определить, что значит равнозначность? То есть, соответственно, ну, буквально это соответствие занимаемому по площади, да, или как это понимать? Или Ну, как у вот нас меня определяется? переселяют из центра, допустим, дают равнозначное жилье, но где-то на окраине, да, а у меня здесь там школа, садик, поликлиника. По площади равнозначные, а как вот определить? Ну, конечно, при наличии возможности застройки в тех кварталах, которые, ну, собственно говоря, сносятся, да, конечно, приоритет идет возводить жилье именно там. Ну, во-первых, это с точки зрения градостроительства, там, где аварийное жилье снесено, образуется место застройки, и здесь можно уже построить новый объект. И чаще всего так в городах и планируется. Так у нас идет работа по Алдану, так у нас работа идет по Ленску. Вот. В Якутске ситуация немного более такая, ну, скажем, разноплановая, да, потому что у нас вообще стоит вопрос мастер планирования города, да, то есть надо сейчас вот нам все вместе этот вопрос на самом деле не на год, на 2, на 5, а это там 10, 15, 20 лет планировать, как развивается город, куда он будет расти, куда будет идти застройка. И это очень важные вопросы с точки зрения инфраструктурного планирования, дорожной сети, образовательных учреждений и так далее. Вот. Но конечно, основной принцип, возвращаясь к вашему вопросу, это получение жилья аналогичной площади, то есть метр в метр, еще называют ее, и соответствующего качества. То есть качество должно соответствовать тем, ну, вот, законы устанавливают минимальные требования, но мы своими регламентами устанавливаем те требования, которые не будут позволять застройщику, ну, скажем так, экономить на гражданах. Да? Поэтому здесь мы эти требования повышаем. Вот, чтобы жилье было соответствующего уровня пожароустойчивости, там, то, что я уже сказал. Поэтому здесь вот этот принцип, он соблюдается в пользу гражданина. Вот. Он не может получить жилье меньше площади, чем у него была. Он может получить больше площади, если планировка соответствующего объекта, она не позволяет, например, очень маленькая квартира, такую, конечно, квартиру в новом доме никто строить не будет строить несколько больше площади. Ну, здесь уже это учитывается все в экономике застройщика, а гражданин получает, соответственно, эти метры, в общем-то, бесплатно, увеличенной площади. Поправки в жилищный кодекс о выплате только выкупной стоимости изымаемой недвижимости лишили часть собственников квартир в аварийных домах выбора при переселении. То есть право на переселение из ветхого аварийного жилья распространяется на тех якутян, которые приобрели такое жилье до изменения жилищный кодекс, то есть до 28 декабря 2019 года. И с подобной проблемой столкнулась одна из жительниц поселка Чульмани Винского района. Давайте посмотрим сюжет наших коллег.
феврале 2017 года Елена Карпова, оказавшись в сложной жизненной ситуации после развода с мужем, была вынуждена приобрести квартиру за счет средств материнского капитала. На большее денег не хватало. Женщина учила старшего сына в институте и воспитывала несовершеннолетнюю дочь. То, что дом аварийный, я об этом не знала. Оплачивала капремонт какое-то время. Пенсионный фонд пропустил документы все. На сайте администрации, что дом стоит в аварийном состоянии, что он признан аварийным, этого не было ничего сказано. Мы с соседями с этого дома узнали только осенью 2017 года, что дом признан аварийный. Нас пригласили в администрацию встать на очередь с ветхого жилья в равноценное жилье на переселение. Простояв в очереди на переселение 2,5 года, Елена была приглашена в муниципалитет, где подписала соглашение о переселении из аварийного жилья на вторичный рынок. От квартиры, предложенной администрацией, Елена отказалась в связи с отдаленностью района. А вскоре женщину уведомили о том, что в соответствии с поправками в федеральном законе от 27 декабря 2019 года номер 473 в пункте о приобретении жилья после признания его аварийным, Елене и вовсе не положено вторичное жилье, а положена только компенсация, указанная в договоре купли-продажи недвижимости. В случае Елены это 400 тысяч рублей. На положенную компенсацию сегодня Елена не может купить себе новое жилье. В январе 2021 Елене с дочерью администрация поселка предоставила маневренное жилье, так как дом, где проживала женщина, заморозили, экстренно отрезав отопление. Грибок. Сильная была сырость. Так как сейчас подсохло, на улице потеплело, стало сохнуть. Но грибок не отмывается, никуда не... Воздух здесь спертый, дышать здесь нечем. Условия для проживания с ребенком здесь невозможно. В связи с поправками в жилищном кодексе о выплате только выкупной стоимости изымаемой недвижимости, часть собственников квартиры в аварийных домах стала лишена выбора переселения. С этой проблемой столкнулась не только Елена Карпова, но и другие жители поселка, а некоторых только ожидает данная процедура. Это касается не только Нерюнгринского района, а всей республики и страны. Остается надеяться, что этот спорный вопрос будет решен после пересмотра и внесения поправок в законодательство. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Юрий Евгеньевич, ну вот посмотрели сюжет, да, сколько жителей республики затронула похожая ситуация и как она решается? Ну, я могу сказать, что вот есть две категории, и для нас очень важно отрегулировать отношения по той категории, которая, купив жилье в аварийном доме, и оно для них является единственным. Вот, таких у нас зафиксировано на сегодняшний момент по республике 374 семьи. Значит, что мы делаем и сделали уже? Мы совместно с депутатом Государственной Думы от Республики Саха-Якутия Галиной Накентьевной Данчиковой подали инициативу законодательную на то, чтобы вот эта вот поправка, которая была внесена в конце 2019 года в жилищный кодекс, которая ограничивает, по сути, права тех граждан, которые приобрели жилье в аварийном доме, ограничивает там, такой компенсацией, которая, собственно говоря, отражает только стоимость самой сделки, но она, конечно, копеечная в подавляющем большинстве случаев. Мы внесли инициативу, чтобы для тех граждан, для которых это жилье является единственным, эта мера бы не применялась. То есть там у них бы действовали те права, которые предусмотрены 185-м федеральным законом о фонде реформирования ЖКХ, то есть предоставление аналогичного жилья либо в новостройке, либо компенсация по установленному тарифу, либо вторичное жилье. Для тех, у кого это единственное жилье. Действительно, это те люди, которые, собственно, им не на что больше опереться. И это очень важный момент. Мы уже получили поддержку Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Они уже соответствующе направили свое мнение, свою резолюцию о том, что они поддерживают эту инициативу. И сейчас в Государственной Думе готовятся, собственно говоря, эти все поправки, будут проходить все необходимые процедуры для того, чтобы они были вынесены. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы этот вопрос увидим решенным. Это очень важный для нас вопрос, потому что огромное количество поступает таких вот сигналов о этих вещах. Ну, понятно, для чего это было сделано в 2019 году, потому что люди узнали, что в центральной части в основном, да, у нас как-то более покупать. сознательные граждане, да, ну а в некоторых других регионах люди начали просто скупать аварийное жилье с целью коммерческой выгоды, да, поэтому была внесена эта поправка. Вот. Но еще раз, это, к сожалению, рикошетом затронуло интересы
тех, тех у кого граждан, это у кого это единственное жилье жилье, единственное. да. Поэтому этих граждан мы будем категорически отстаивать. Мы не хотим, чтобы они попали вот именно под вот это вот воздействие этой поправки. Поэтому здесь работа ведется. Я надеюсь, что она в ближайшее время будет А завершена. как и где узнать, является дом аварийным или идет процесс признания? На самом его деле таковым? много очень информационных источников с этой информацией. Во-первых, есть на сайте реформирования ЖКХ, фонда ЖКХ эта информация. Эта информация есть на сайте Минстроя Республики Саха-Якутия. То есть это вот тот перечень, который можно сразу посмотреть, какой объект прям по номеру дома, по улице, по адресу точному, когда он был признан аварийным и признан ли он аварийным. А вот идет процесс или нет, это уже Там не на самом узнать, деле да? проставлен тот временной промежуток, когда он должен быть переселен. Во всяком случае, вот у нас на Минстрое Республики такая информация есть. Конечно, некоторые жители просят, ну, учитывая, например, дом начал быстро разрушаться, и для нас тоже это не является таким императивом, что мы должны, вот нет, у вас в 23-м году и ждите, пока у вас, не дай бог, там что-то произойдет. Поэтому здесь мы, конечно, можем внести изменения и такие вот случаи более критические ставить на первый план. Но я в целом хочу вам сказать, что мы вообще ставим задачу для себя реализовать эту программу раньше срока. То есть она должна у нас закончиться в 2023 году, ну, с полным выполнением отчетом в 2024. Мы хотим ее завершить раньше. И для этого мы прилагаем все усилия для того, чтобы ускорить, значит, выплату компенсаций, строительство. Вот у нас от 50 до 60 объектов каждый год сдается в рамках этой программы. Вот, мы, конечно, хотим нарастить эти темпы. Да, и то, что вот, в 2024 году там запланировано передвинуть на 2023. И здесь мы на самом деле очень мощную поддержку федерального центра ощущаем. Они уже нам лимиты увеличили. Вот, и мы имеем возможность сейчас ну, как бы расширить эту программу, и муниципалитеты, где застройщики там формируют себе, значит, возможности, земельные участки и так далее, они более активно вовлекаются в эту программу. Но мы же знаем, что, по крайней мере, в городе Якутске есть еще большое количество домов, которые вот, ну, в аварийном состоянии, но они официально аварийными не признаны и в список не попадают. Вот как вообще признать дом аварийным? Скажем, для многих сюрприз даже о том, что там 17-й квартал, да, там на самом деле аварийного жилья там процентов немного совсем, да, хотя дома все одного года постройки, понятно, что в таких домах жить уже в 21 веке как-то не подходят они уже для условий. Вот как? Ну, больше того скажу, это и в глаза очень сильно бросается, когда вот федеральные коллеги наши приезжают к нам, да, и вот руководство фонда ЖКХ, и когда мы едем по городу, они говорят, что вот эти дома вошли, не вошли у вас в программу. Конечно, мы понимаем, почему муниципалитеты не сразу включают такие дома, да, потому что с ними надо было что-то делать. И мы в 2017 году еще не понимали, будет ли у нас программа с 2019 года по 2024 или не будет этой программы, но во всяком случае, сегодня эта работа ведется, и сегодня все, без исключения муниципалитеты, вот это оставшееся явное аварийное жилье включают, ну, потому что мы понимаем, что будет при успешном реализации этого этапа, будет, конечно, и третий этап. Объемы достаточно большие. Значит, отвечу сначала на вопрос, как признать дом аварийным. Ну, во-первых, подается соответствующее заявление собственниками в свой муниципалитет. К нему прилагаются все правоустановочные документы, а также акты организации, которая сделала оценку его аварийности. Вот в этот момент многие упираются, потому что бывают, допустим, 4-квартирные дома маленькие, да, и вот эта вот экспертиза, она стоит там, ну, 30 тысяч рублей, допустим. И для 4 семей, живущих в таком доме, у которых это единственное жилье, это зачастую просто, ну, неподъемная сумма. Вот, и мы сейчас эту работу также проводим с муниципалитетами, значит, просим их бюджетировать эти процессы для того, чтобы жители, которые не могут сами осилить ну, такие, в общем, достаточно существенные для них суммы с точки зрения там какой-то вот бумаготворчества, как вот
Мы понимаем, что это необходимый элемент, но людям-то тоже как-то надо планировать свои бюджеты. А здесь мы подключаем муниципалитеты. Ну, потому что прежде всего это заинтересованность, конечно, муниципального образования, чтобы жители чтобы у все-таки... него на территории было как-то, всё да, в если порядке. есть возможность, надо это реализовывать. Воспользоваться программой. Конечно, вот жалобы жителей, письма какие-то, они являются подкреплением. То есть, если, например, мы смотрим, что действительно нету возможности у них профинансировать эту экспертизу, мы в таких случаях точечно решаем каждый в отдельности. Но в целом, вот так вот, если в цифрах сказать, то на сегодняшний момент у нас вот в рамках этой программы признано 1 миллион 151 тысяча квадратных метров. Это абсолютный рекорд по всей России. Да, это абсолютный рекорд. Это 11% всего аварийного фонда Российской Федерации в моменте сейчас в рамках программы. В рамках, уточнюсь, программы. Потому что всего на данный момент, если мы посмотрим там, вот, на 2020 год, у нас около 1,5 миллиона квадратных метров. То есть мы с вами понимаем, что получается там 300, ну, почти 400 тысяч у нас в программу не вошло, не успели они быть признанными до 1 января 2017 года, но они в моменте аварийные. То есть это уже априори следующий этап программы, он будет рассматривать реализацию этого количества достаточно большой. Это же, ну, вот, по сути говоря, там 1/3 от той программы, которая сейчас реализуется. А если мы возьмем те дома, которые будут сейчас признаны аварийными в моменте, которым, собственно говоря... Объем увеличится. Да, то объем еще больше увеличится. Но здесь мы, вот все-таки было принято решение, и руководство фонда ЖКХ приезжали к нам вот в прошлом году осенью, и было принято решение все-таки признавать по максимуму дома аварийными, потому что мы ожидаем все-таки, что третий этап также будет, и здесь нам важно уже с аварийным жильем, есть же на эту тему поручение президента Российской Федерации, чтобы там, в ближайшие 5 лет аварийного жилья в России не оставалось. Ну вот в Алданском районе этап переселения 19-20 года завершили досрочно, несмотря на пандемию, видимо. В каких еще районах программа опережает сроки, где отстает, вот так вот коротко, и как, ну, повлияла ли пандемия вообще на это все? Ну, в целом я хочу сказать, что самое главное, что программа выдерживает сроки, да, потому что программа у нас, повторюсь, разноплановая, нет нигде одинаковых условий, есть где-то возможность ускориться, да, там мы, конечно, идем с опережением, а есть где-то территории, на которых нужно сделать дополнительные мероприятия для того, чтобы начать строительство, например. Это могут быть и землеустроительные мероприятия, которые не сформированы, например, в земельный участок. Это могут быть инфраструктурные ограничения, где нужно будет с коммуникациями вопрос решить. Поэтому здесь в целом мы идем по плану, по графику, и это очень важно. И более того, вот, как я уже сказал, мы сейчас ускоряемся и взяли на себя обязательства по ускорению. И мы тоже ускоряемся, время нашей программы подходит к концу. Спасибо вам, Кирилл Евгеньевич, за беседу, что так четко, доходчиво рассказали о таком сложном понятии, как переселение из ветхого аварийного жилья. Спасибо. Я напоминаю, сегодня гостем программы был первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Евгеньевич Бычков. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Можешь быть разной. Слайм. Торговый центр «Айсберг». 1-й этаж.